Этот особенный по золотистой масти и по характеру конь только внешне схож с изображенным на знаменитой картине Васнецова. Изворотливый и хитрый он выпутывается из любой ситуации так же ловко, как и находит их. Первую серию из цикла мультфильмов «Три богатыря» Алеша Попович и Тугарин Змей представили сегодня на суд самых маленьких кинолюбителей. Они, в свою очередь, открыли для себя новых героев. Мне больше всего понравилось «Царица». Она красиво выступала. Красивая была. Мне понравилась из мультика «Лошадь», потому что она очень интересная и веселая. Этот мультфильм – результат совместного творчества Александра Боярского и Ильи Максимова. Смешным и непутевым авторы представили и самого богатыря русского, который хитростью и смелостью побеждает поганое чудо Тугарина Змея. Окунуться в мир сказки и детства смогли сегодня не только школьники, а также их преподаватели. Просмотром они были увлечены не меньше своих учеников. Я давно даже не была в этом нашем клубе, но здесь довольно-таки интереснее, чем дома у телевизора. Показ мультфильма проходит в рамках 4-го международного кинофестиваля «Золотая башня». В Республике киносеанса проходит параллельно на 4 площадках, где дети и взрослые смогут по-настоящему насладиться новинками кинематографа, будь то документальный фильм или художественный. Мы ежегодно проводим у нас в Доме культуры Нестеровской такие мероприятия по демонстрации, показу художественных фильмов, мультипликационных фильмов. Так как у нас все требования соответствуют, у нас хорошее оборудование. И в этом году кинофестиваль «Золотая башня» было решено провести кинопоказ мультфильмов у нас, в нашем Доме культуры. Впереди еще 2 конкурсных дня и еще больше хорошего кино от известных и начинающих режиссеров не только России, но и зарубежья. Райдат Халухоева, Рамазан Миржоев, Новости 24.